Своих не бросаем. Этот девиз для ветерана труда Тамары Селимовны Билан не просто слова. Она, как одна из самых активных волонтеров объединения «Добровольцы» по плетению маскировочных сетей, руководит и курирует работу филиала волонтеров Якутского института водного транспорта. Я сети плету с самого начала. Как только началось, сразу плету. Сети плетем. Я сначала шила костюмы для ребят, но так как у меня проблема с позвоночником, сидеть долго тяжело, я потом стала плести сети. В 10-й школе я тоже плела сети, и с детьми делали нашлемники. Обереги делали и нашлемники. И слово «добровольцы» люди приходят добровольно. У меня вот спрашивают, да, соседи, знают, что я сегодня, сейчас здесь плету. А вообще у меня плету в институте водного транспорта с ребятами, с курсантами. Но так как надо было сюда прийти, я пришла сюда, а там в основном там делаем. У меня спрашивают, что у меня дома не бывает, там хожу, видно, что я с сетями хожу, машины нету, сети в сумку, пакет и на автобус. А говорит, сколько вам платят? Я говорю, нисколько. Да, люди даже так спрашивают. Я говорю, а как это? Я говорю, молча. Я плачу за то, что ребята нам дают мир. Хороший коллектив, отличный коллектив. Девчонки, если что-то не так помогает, что-то не этот, праздники можем встретить, посидеть, поговорить. О своем можно поговорить, бабьем, как говорится, какие-то проблемы. Тоже решают как бы все в одном месте. Отличный коллектив. Я желаю, чтобы все волонтеры такие имели такой коллектив, как здесь. Я когда плела на строительном рынке, Иван Иванович там дал место, туда приходили чаще ребята, сюда приходит очень много ребят, туда чаще тоже приходили ребята. И я спрашивала, как правильно сплести, как это сделать, что, потому что мы только начинали. Много было ошибок, спотыкались и падали, как говорится. И ребята сами даже не знали, что и как им надо. Потому что только-только все начиналось. И потом со временем лучше так лучше будет. Отправляли размеры, на какие машины, на какие танки, какие размеры надо, отправляли туда. Фотографии делали, что нужно. Вот они дошли, зеленая и соль. Это на солончаки дошли. Тогда такие сети плели по заказу. Потому что на Украине солончаки соль-то берут с Украины. Полтава, соль там берут. И там у них зелень, участок, соль, зелень, соль. И подходит уже, там уже все соленое белое. Что зимой, что летом. И вот они, когда уже туда доходили туда, вот они фотографировали, отправляли фотографии, какие нужно делать. Ребята много говорят. Приходят, говорят, да, вот это хорошо, да, вот это нужно чуть-чуть исправить. И мы все время прислушивались. Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. Тамара Селимовна сама родом из города Павлоград Днепропетровской области Украины. Она с самого детства впитала в себя рассказы земляков, родственников об ужасах военного лихолетия. Вот у меня, если бы мама жила, осталась жить, когда началась война, вот это вот, когда начали за Бендеру, у мамы разорвалось сердце бы. У маму в 14 лет забрали в концлагерь. С Украины забрали в концлагерь. В Польше ее взял в услужение немецкий врач. У них 2 детей, и он взял ее в услужение. Но Сталин за 2 года до войны распорядился, чтобы учили все немецкие в школах язык. Мама учила немецкий язык, а как бы она хорошо знала. Училась хорошо, ей это нравилось, она хорошо знала это. И когда ее забрали туда, через какое-то время на нее вышли подпольщики. И она была подпольщиком, в Польше была. И в Польше, получается, вот она слыхала, что приходили гости к немцу. Она слыхала, о чем говорили. Потом с детьми гуляла, говорила, давайте к папе пойдем. А папа был в концлагере, а там концлагерь был как бы передвижной. Вот туда разбирали, и потом расправляли в разные стороны, распределяли их. Вот это не постоянно, а как бы временные. И вот пойдем туда. И вот она водила туда детей к папе, только для того, чтобы услыхать, что, где там, говорят о чем. И вот она все это приходила туда-сюда. И она полякам, подводчику говорила, командиру, заберите меня, пожалуйста, в лес, заберите в лес. А ее зовут Анна звали, а поляки назвали Ганна.
Ганна, а что такое? Она со слезами говорит, я иду, мне поляки спину плюют. Он говорит, ну не все же поляки хотели, чтобы были немцы. А он ей говорит, Ганна, так это же хорошо. Чем больше на тебя плюют, тем больше ты убиваешь немцев. Значит, никто не верит, что ты подпольщица. И вот получается вот так вот. А уже когда пришли немцы в деревню, где бабушка жила моя, бабушка жила, дедушка жил, все братья, сестры воевать, которые ушли. Дедушка в детстве упал с лошади и ногу повредил очень. И его не взяли на войну, он туда не пошел. И он все время ездил на лошадке, потому что ему тяжело было ходить. Ездил на лошади, возил, большая бочка такая, возил воду еще до войны, во время войны и после войны, получается. И он вот это возил воду. И немцам развозил воду тоже. Туда развозил, служить пошел, туда. И все, где не услышит, все ребятам все говорил. Бабушка наша стряпала поляныца, такой круглый хлеб. Большой такой круглый хлеб, в такой печке. Бабушка стряпала себе хлеб. И она до того, как немцы пришли, она стряпала ребятам-партизанам. Ей надо было хлеб стряпать. Ну как стряпать? Постряпаешь, ведь везде же пахнет хлебом. Немцы сразу засекут на одну буханку, да, но когда лежит на лавке 5-10 буханок, это уже нет. И она эту поляницу настряпала, красиво ее оформила и пошла прямо к немцам туда. И пришла и говорит, я хочу вам постряпать хлеб. Я рада, что вы к нам пришли. Ну, представьте немцам такое. Женщина приносит хлеб на рушнике, одета красиво по-украинскому. И они обрадуются, что да, это за нас. Попробовали хлеб, да, и ей разрешили стряпать хлеб. Привозили ей масло, привозили ей муку, дрожжи, все, что надо, привозили ей. Она стряпала им буханку, а мальчишкам 10 буханок. Буханку, мальчишки 10 буханок. А хлеб, муку еще привозили наши ребята, потом с деревни кто сбрасывался. И вот она в открытую стряпала хлеб и в открытую отдавала им. И ребятам стряпала. Наш волонтер поведала невероятную историю своей семьи, о многолетней искренней, настоящей боевой дружбе деда со снайпером из Якутии, о том, как в 5 лет она узнала о далекой, холодной Якутии, в которой живут бесстрашные и храбрые бойцы, как дядя Коля. Еще дедушка рассказывал, что у нас такой случай был. Дедушка же бочку возил, а такая большая, он подъезжал к речке, набирал большим таким ведро такое длинным, на длинной такой палке, и набирал воду в бочку и развозил куда надо. И должны были парня привезти, снайпера, для того, чтобы в эту деревню к нам приедет один какой-то генерал. И они должны были какую-то военную операцию, что-то такое, и с бумагами, с портфелем какой-то. Приедет генерал, его надо было убрать. И вот это все забрать. А чтобы это сделать, нужен был снайпер. И вот получается, что его отправить сюда не могли отправить через речку. Там река Волчья идет. Его не могли, потому что он не мог плавать. Не знали, как парня отправить. А он, оказывается, парень якут. Да, якут парень. Там, где он жил, реки не было, и он плавать не умел. И когда его отправили как снайпера, даже не знали, что он плавать не умел. Была проблема. И дедушка говорит, а мы, говорит, сейчас будем рубить там лес как будто, пускать по реке. Река-то в одну сторону идет, они взяли и начали толкать. Ребята ныряли, плыли и в другую сторону, куда надо было. И вот этот парень, дня 2 где-то они таскали это туда-сюда, бревна эти. И его на это бревно потихоньку он приплыл сюда. И вот он приплыл голый, ногой. У дедушки залез в бочку. Через соломину камышовую он дышал. И дедушка говорит, ты вот там, когда я лошадь, так заругаюсь, ты должен выскочить. Ну, как бы договорились. Парень знал якутский хорошо, парень якут же. Русский чуть-чуть, но он объяснил ему, как он, знак какой. И когда дедушка остановил, что-то такое, немцы проехали, пыль подняли как раз, он так и выбрал это. К лошади подошел, как будто завязывать. И говорит, ну ты выходи. Потом поехал, туда заглянул, его уже нету. Он думал, он еще не выскочил, он выскочил, мальчишка. Молодой парень. Вот он выскочил, да, и голый куда-то убежал. И вот он, сегодня его вечером забрали, а завтра должны были уже, должен этот генерал приехать. Завтра он не приехал, послезавтра не приехал. Женщины наши, авоську и детвору там покушать, покормить, обыскали, не могли найти.
Собаки бегают все и не лают на чужого. Обычно же на чужого лает, а на него не лаяли. Он же охотник, он знал, чем намазаться заранее, все это приготовился. И собаки, даже честно говоря, они возле него бегали, могли намочиться. Перед тем, как 2 дня проверяли немцы, проходили вот именно по этих посадках, полосе, по этой дороге, немцы проходили с овчарками. И ни одна овчарка не унюхала его. Настолько, которые партизаны настолько переживали, что парня убьют. Вот так вот. Кроме того, что его убьют, еще полдеревни могут расстрелять, потому что как он сюда попал. И когда он уже приехал, этот генерал, ребята-снайперы якуты, они всегда стреляли в глаз, чтобы шкуру не попортить. Все наши говорили, не смейте стрелять в глаз. Почему сразу сказать, что это якут-снайпер? Сразу. Они говорили, куда стрелять? В лоб, в сердце. И именно эти места рисовали, именно это. Им запрещали в глаз стрелять, потому что это почерк. Сразу можно было узнать. И он потом, и когда они уже приехал, он его застрелил. Он застрелил его, застрелил водитель и застрелил рядом, который был. Танк пошел впереди, пыль была, он застрелил, и после машины тоже пыль, после танка, и за ним еще танк, который должен защищать. И он успел забрать портфель и ушел. Прям вот на ходу. Говорит, все удивлялись, как он мог уйти. Прямо, секунды дела и все. Искали его, не нашли. Но дедушка знал, что он в каком месте, он ждал его. Вот этот прибегает туда и туда прыгает, в бочку. А портфель забрали другие уже ребята. Тоже ждали, ушли. И дедушка к речке и отвез его туда. Потом дедушка эту бочку мыл несколько дней. Потому что она воняла. Собаки на него, оказывается, мочились. Проходили мимо, не замечая его. Он же лежал в лесополосе, и дедушка мыл. Когда уже на той стороне перешли, это ж бегали, искали все это, он переплыл на ту сторону, там ребята-партизаны ждали, его своим телом закрывали, и немцы одного парня нашего застрелили с деревни. И вот этот парень, имя его, называли ребята его Коля, якута. Коля. Как-то на Х, как-то название, имя, но его Коля называли. И вот он, когда закончилась война, он в первый день Победы приехал в эту деревню и поклонился маме за то, что она-то воспитала сына, и просил прощения, что так получилось. Он каждое 9 мая приезжал, привозил мешок рыбы мужикам сухой на пиво, а нам привозил орехи, и такие орешки чищены, и привозил он ты. А у нас 9 мая всегда тепло. Мы бегали в трусах и в майках, в платьях коротких, босиком. И вот он привозил, и эти унты, ты 20 минут бегаешь, ты 20 минут бегаешь, ты 20 минут бегаешь по деревне, ты 20 минут бегаешь летом. И мы в этих унтах бегали. В украшения мы все это бегали, носили все это. Я помню, попало мне унты 11:30. Я их ходила, и в них заснула. Он приезжал, постоянно приезжал. И один раз привез маму. Маму привез свою. Я запомнила, она такая одетая в такой одежде, странная одежда какая-то. Тут кожа, тут такая обувь шитая сама. Якутская, чистая. Тут такие украшения. Она привезла маме парня, которого застрелили. Она тоже привезла, его тоже звали Колей. Она привезла ей одежду, привезла шапку, привезла ей унты, привезла все это, подарки привезла, так привезла, раздарила. И я помню хорошо, это было мне 6 лет. У нас же на Украине ночи черные, звезды такие красивые. И была полнолуние. Просто светло, свет не надо было включать. Вот его мама сидела у дома на заваленке. Дом, хата и на заваленке такая. И она сидела и пела песни. А сын ее переводил. Вот она где смотрела, она пела. И так интересно, так красиво. И сын переводит. Он назвал имя девушки, но тогда я ребенок не помню, что у нее такие глаза черные, вернее, косы черные, как ночь. Глаза такие блестят, как звезды. Улыбка у нее такая яркая, хорошая, как луна. Вот она приехала как раз весной, к 9 мая. У нас как раз цвели яблони. А яблони она увидела, столько много яблонь, столько деревьев, много-много цветов. А запах, пчелы летают, такой аромат. Она говорит, на русском она не говорила, а сын говорил уже. И она говорит,
Такого я никогда не думала, что такое бывает. Я думала, что у нас только красиво. Там, в тайге все, ну как тайга-то красавица, а здесь такая красота. Никогда не думала, вот это, что так красиво все это. Он приезжал, сын родился, назвал он сына Колей. И приезжали они в гости, он очень, сколько помню, он приезжал постоянно на 9 мая с дочкой, с сыном, потом с женой сначала, потом с дочкой, с сыном и с мамой приезжал. О нем помнили. Я про Якутск помню еще с 5 лет. Тогда ребята, конечно, шли не на жизнь, а на смерть, потому что они знали, если они здесь все победят, все сделают, то за их спиной мамы, папы, бабушки, дети, вся Россия, тогда СССР был, весь российский народ и украинский народ будет жить. Украинцы воевали только так. Бендер был предатель. Да, его тогда еще Бендера убивали. Во время тогда еще, когда в школу ходила, в книгах написано было, что это Бендер предатель, гитлеровский наемник. Вообще его никто не... И вдруг на тебе его подняли. Это как? Я говорю, это кошмар, что делается. Мир перевернулся. И жалко мне вот я сплету сети и шепчу, мне мальчишки говорят: Тамара Симоновна, что вы делаете? Что вы шепчете? Я говорю, да молюсь, чтобы эти сети нашим ребятам, чтобы сохранили им жизнь, быстрее бы все закончилось. Боже мой, быстрее бы. Не все украинцы плохие, не все же хотят воевать. Но не все хотят. Тамара Селимовна руководила ансамблем танца народов мира «Березка». Коллектив много раз становился лауреатом разных конкурсов. И сейчас ветеран-волонтер не остается в стороне, участвует в благотворительных концертах, гастролях в помощь бойцам специальной военной операции. И ездили мы по госпиталям, по санаториям, по учебке ребята, где учились ребята. Летят дроны над морем, на пляже утром лежу я. Дроны летят. Спрашиваю, что такое? Стреляют. Это наши ребята за горой, за сопкой. Наши ребята пускают дроны, и ученики, студенты, ну, эти ребята, которые, курсанты, они учатся сбивать дроны. И когда мы там приехала, я в госпиталь танцевала, мальчишка походит, говорит, тетя Тома, я вас знаю. Я бабушку поразил, ДК Кулаковского, вы там выступали. Якутенок, мальчишка такой высокий. Только вы не говорите маме и бабушке, что я здесь. Я подлечусь и пойду. Они не знают. Я говорю, хорошо, не скажу. Я говорю, ну напиши письмо. Я скажу, что я на учебной была, и я передам. Хорошо. Он написал. Много ребят, которые ходят на колясках, без ручки, без ножки. Ну, есть, которые в отчаянии, есть, которые в этот. Ну, поддерживают ребята, приходят девчонки туда, танцуют, рассказывают, поют, медсестры с ними общаются. Потом приезжают мамы, психолог разговаривает, психолог, говорит, вот вы как поведете себя с сыном, слезы, истерики, чтобы там не было. Как поведете себя с ребенком, так ребенок себя будет чувствовать. Нас тоже предупредили, как только вы должны улыбаться, разговаривать, что бы ни было бы, никаких слез, никаких ничего. Вот как будто бы ничего нету. И ребята тоже улыбаются, разговаривают, общаются, вот они духом поднимаются. Есть люди, привыкшие помогать другим и не стремятся к славе. Волонтеры добровольцев именно из этой когорты людей, которые трудятся, не покладая рук, не ради наград, пиара. Они работают по зову сердца и души ради одного – долгожданной победы. Во-первых, я очень-очень вас всех прошу, жители нашего города, помогайте ребятам. Кто чем может. Может какой-то рубль на что-то отправить, может как носочки купить, может сплести, связать. Потому что ребятам там все надо. Может быть, кашу купить какую-то и отнести. Есть много мест, куда можно все это отнести. Здесь свободное время. Приходите сети плести. Сети плести, это вы спасаете много-много жизней, ребят. Вот ребята сбросили, да, которые я сети отправила туда. И они сказали, их зашли в блиндаж 36 человек, и эта сеть спасла их всю жизнь. Всем. 36 ребят. Это 36 семей, 36 мам, пап, дедуш, бабушек, братья, родственники. Это, представляете, вы сколько можете спасти ребятам жизнь. Вы, пожалуйста, помогайте. Я понимаю, что на сегодняшний день мы все устали. Уже очень, казалось бы, долго.
Но ребята воюют, надо им помогать. Они ждут наши. Письма пишите. Школьники, письма пишите, рисунки, поделки какой-то делайте. Отправляйте им туда. Это получается из дома маленькая-маленькая частица тепла. Помогайте ребятам, и все будет хорошо. Обязательно все закончится, и Россию никогда никто не затопчет. Запомните это раз и навсегда. Никто никогда не победит, когда мы все вместе.